Тысяча юных жителей Коми уже отдохнула на морском побережье. Лагерь «Черноморская зорька» в Анапе, который находится в собственности республики, этим летом принимает 6 оздоровительных смен. Организованы и дополнительные заезды для детей с ограниченными возможностями, каждой продолжительностью 21 день. Для одних это время беззаботного веселья и общения со сверстниками, для других круглосуточная работа. Виктория Палкина о тех, кто организует детский отдых. Проверить водичку и вперед получать всю пользу. И так минимум 2 раза в день. Бывает и больше. Для водных процедур есть свои требования. Температура моря должна быть не ниже 20 градусов. Волнение не выше 2 баллов. Все это контролируется каждое утро службой пляжа. Группа спасателей следит за детьми из берега и с воды. 5-й и 6-й отряды выходят на берег. Спасательные и медицинские посты, навесы для комфортного отдыха в тени – все это обязательные требования к пляжу для детского отдыха. А для комфортной дороги до моря есть 200-метровый деревянный настил. Мы их изготавливаем, сами делаем, сами расстилаем. Перед началом сезона весь этот песок замывается, мы его чистим, мы его планируем, весь пляж, после чего все это расстилаем. Мало детский отдых сделать безопасным, он должен быть еще и увлекательным. В Черноморской зорьке работает целый студенческий отряд вожатых. Еще за 2 месяца до старта летней оздоровительной кампании у студентов-педагогов начинается подготовка к первой смене. У нас начинаются собрания, мы проводим собрания для вожатых, мы подготавливаем их к смене. Получается, в основном на первой смене у нас практиканты. Они приезжают первый раз в лагерь, первый раз у них работают с детьми, и поэтому мы заранее их приглашаем, они выполняют задания, ставят номера для открытия. Но на самом деле сама подготовка – это сложная, тяжелая работа, потому что у нас много детишек, и смена должна пройти для них прям максимально круто, максимально здорово. А для оперативной связи с родителями ведут прямые трансляции и выкладывают все мероприятия в соцсетях. Летом 2024-го в Черноморской зорьке отдохнут больше 2500 детей. Главный девиз вообще всех смен – это лето, солнце, море, пляж. Большинство времени мы проводим на море, так же, как и мероприятия. А отдельный уклон делаем на патриотические мероприятия. Смены для детей с ограничениями по здоровью – это еще и полноценное лечение. Сегодня в лагере есть свой медицинский корпус со специализированным санаторным оборудованием. Каждому юному гостю разрабатывают индивидуальную программу оздоровления по различным патологиям. У нас целый арсенал закуплено, различные ванны, парафинозакериты, грязи у нас будут в этом году, различные ингаляции. Ванн у нас достаточно много, различные кислородные коктейли. Отдельная гордость лагеря – питание по системе «Шведский стол». Черноморская зорька, одна из первых детских здравниц Анапы, перешла на свободный выбор блюд. В меню на завтрак минимум 12 позиций. На обед есть выбор супов и гарниров. В столовой детям всегда помогут на раздаче. В пищеблоке каждая новая оздоровительная компания обновляют оборудование. Здесь полный контроль за чистотой, а главное – за качеством продуктов. На столе у детей всегда есть свежие овощи и фрукты. Детей мы кормим исключительно кубанскими продуктами, как вы можете посмотреть, это и перчик, и местные персики, дальше абрикосы. Сегодня в Черноморской зорьке идет активная подготовка к переходу на круглогодичный режим работы. Все для того, чтобы у юных жителей республики была постоянная возможность получить подзарядку иммунитета на морском побережье. Виктория Палкина, телеканал Юрган, Анапа, Краснодарский край.